А Россия, которая была без санкций, сейчас полностью под санкциями. И открытие прямого железнодорожного сообщения с Россией – это довольно-таки очень сложный вопрос, потому что вот открыли мы прямое авиационное сообщение, и оказалось, что это вызвало довольно-таки неприятие со стороны населения Грузии. Открытие железной дороги без возвращения беженцев, это абсолютно, я уверен, вызовет очень негативную реакцию со стороны, по крайней мере, беженцев из Абхазии. Георгий, очень интересное мнение по поводу сегодняшних кадров встречи Гии Вольского, депутата от грузинской мечты, и Давида Хидашели, который является российским бизнесменом грузинского происхождения. И как рассказывает содержание этой встречи сам Гия Вольский, Хидашели выдвигал какую-то идею создания конфедерации с Грузией с Абхазией. Мы эту тему обсуждали сегодня с Патой Закаришвили. Это видео можно посмотреть у нас на канале. Но скажи, пожалуйста, какие реакции у абхазского общества на эту дискуссию? Вообще дошла ли до них эта новость или пока еще нет? Конечно, эта новость дошла, и это не первый раз, когда Россия предлагает конфедерацию. В 1997 году, когда Ардзимба приезжал в Тбилиси, точно такое же было предложение со стороны России. Ну, конфедерация, это же понятно, что это союз двух независимых государств. То есть Грузия должна признать независимость Абхазии и потом объединиться в одну страну совместно. То есть это абсолютно неприемлемый для нас вариант. Ну, то же самое он и для абхазов неприемлем. И ничего не нужно со стороны Тбилиси. К сожалению, несмотря на то, что в Абхазии растут антироссийские настроения, то, что мы видим, это действительно антироссийские настроения. Но никакого потепления в отношении Тбилиси у них нет. То есть они абсолютно четко продолжают свою политику независимости, и они не собираются ни в какие союзы с Грузией. Но есть ли отторжение от России? Какой-то процесс мы наблюдаем, мне кажется, все-таки. Да, естественно. Они видят, что Россия это тоталитарное государство, которое прижимает все народы в своем составе. И благодаря именно абхазам Россия не ввела Абхазию и Южную Осетию в состав России, когда они планировали присоединение ЛДНР в состав России. Планировалось и вступление Абхазии и Южной Осетии. Южная Осетия, Скаймарский регион, был полностью согласен войти в состав России, а абхазы были против. А включение только Южной Осетии ничего не давало России. И они отказались от этой идеи. И именно антироссийская такая позиция со стороны абхазского общества это тормозит и очень многие другие проекты. Точно так же, как они не дают возможность продажи недвижимости гражданам России. Точно так же, как они отстояли Пицунскую госдачу, которую Россия хотела в свою собственность взять, а в итоге получила только в аренду на 49 лет. И другие аспекты, которые в российско-абхазских отношениях показывают, что абхазская сторона продолжает политику своей независимости. Да, они во многом зависят от России, но в политическом плане они решают сами многие вопросы, которые ставила им Россия. То есть внутреннюю политику они решают полностью. Ну, кроме вот как назначения Инала Ардзимба, так называемым министром иностранных дел. То есть там было полностью по звонку из Москвы решение. Они его хотели премьер-министром, но и тут абхазы сумели удержать какую-то позицию, и только министром иностранных дел его назначили. Ну, конечно, все понимают, что это будущий президент Абхазии, и смотрят на него как наставника из Москвы. То есть его там не очень любят. Но в Абхазии действительно растут антироссийские настроения. И я всегда говорю, что для того, чтобы понять Россию, надо быть почаще с ней. То есть абхазы, находясь в тесном контакте с Россией, они всегда почувствуют эту отрицательную, негативную роль России.
точно так же, как после 2008 года роль России или в Грузии резко упала, она потеряла рычаги давления на Грузию, и мы как бы расслабились в этом направлении. А вот когда в позапрошлом году в Грузию понаехало огромное количество россиян, мы вспомнили, как было здесь во время оккупации, и почувствовали себя очень неуютно. И сейчас, к счастью, многие уехали отсюда, кто вернулся в Россию, кто продолжил движение на Запад, и все вернулось на круги своя. Георгий, какие дискуссии сейчас идут по поводу закона об иноагентах? Настолько ли они горячи, как были в первое время? Или же и абхазское де-факто правительство, собственно, как и правительство грузинской мечты, да и российское, оно сейчас выжидает, когда эти дискуссии поутихнут и так-то под шумок утвердят закон? Именно вот под шумок, как госдачу принимали, вот помнишь, в 5 часов утра собрали они и приняли закон, чтобы люди не успели проснуться и выступить с протестом. Возможно, такая же ситуация, и как раз об этом многие говорят. Но сейчас уже абхазское общество более подготовлено, оно видит, что НПО реально помогают жителям Абхазии. Они строят неправительственные организации, которые работают в Абхазии, они финансируются международными организациями, и они там развивают сельское хозяйство, ремонтируют школы, детские сады.